Вот Камил Гаджиев не дает бои таджикам, он там таджиков не любит. Это не только по отношению к таджикам, это по отношению ко всем бойцам у него так. К своим землякам тоже, к людям с Кавказа то же самое. Когда уходил Нуруло из Fight Nights, он ушел с конфликтом. Нуруло говорит, типа, не дашь мне бой, значит, там, мои болельщики не придут или что-то такое. Я считаю себя одним из тех людей, который занимался в целом развитием таджикского ММА. И турнир проводил в Таджикистане, таджикских бойцов всегда привлекал. Это вот парень, родной братишка Аниса Якубова, у него сейчас конфликт с нашим бывшим бойцом. Нашим ребятам надо одну вещь усвоить, что это все бизнес, то есть все это деньги. Вот раньше, помните, у нас вот Fight Night, у вас, точнее, дрались очень много наших соотечественников, таджиков. И в какой-то момент их вообще не стало. В чем это связано вообще? Почему так произошло? Их не так много, как раньше. Плюс всех топов наших ACA забрал. Азам, Фаридун, Анис. Все топы, они сейчас там. Мгм. Поэтому как бы рынок маленький, нету хороших бойцов, которые, во-первых, хорошо дрались, во-вторых, приносили бы рейтинги. Надо вот многие критикуют там, я не знаю, может это работа наших там журналистов таджикских, да, которые преподносят информацию, что вот Камил Гаджиев не дает бои таджикам, он там таджиков не любит. У меня другая версия сейчас, да. Это вообще неправда. Я сам подтверждаю, что это вообще неправда. Я с ним работаю много лет. Таджик. Там мы с ним очень хорошо, в хороших отношениях. Он там очень многому я у него научился. Я ему вообще благодарен очень там сильно этому человеку. Мгм. Есть моменты другие, просто надо смотреть на него. Он бизнесмен в первую очередь. В первую очередь бизнесмен. Вот он поставит какого-то нашего земляка. Очень было много случаев. Приходят, говорят, вот у нас боец, поставьте его в карт, на него придут очень много наших болельщиков, поддержат его, и никто не приходит. Приходит там 5, 6, 7 человек, 20 человек. Ну, это не то количество людей, которое как бы нужно. Мгм. Он в первую очередь так. Это не только по отношению к таджикам, это по отношению ко всем бойцам у него так. К своим землякам тоже, к людям с Кавказа то же самое. Вот недавно у нас был чемпион Магомед Сулумов, который Сейчас наше дело. он ушел по той же самой причине. То есть он приходил, говорил, вот я чемпион, потом он пояс отдал, потом он ему говорит, типа, вот я хочу драться в Fight Nights, но я хочу вот такой-то гонорар, а Камил ему прямым текстом сказал, слушай, там мы хорошо дружим, я тебе сразу говорю, я тебе столько платить не могу, потому что там на тебя не приходит много зрителей, и я не отбиваю свои затраты. То Мгм. есть это не только по отношению к таджикам такая была ситуация. Может, я же говорю, раздули ради хайпа, там Камил Гаджиев не любит таджиков, это вообще не так. Он всегда хвалит, всегда, когда я ему пишу новости про таджиков, он их не пропускает, в каждом своем выпуске говорит красавчики, то есть можете проверить на YouTube-канале, везде там это все есть. Мгм. Есть там с определенными людьми у него конфликты, то есть они были, они есть. Там, когда уходил Нуруло из Fight Nights, он ушел с конфликтом. Еще парочку людей А если поподробнее или не сможешь рассказать? я не знаю, потому что я на тот момент именно денежные вопросы я не знаю. Может, он ему пообещал бой, а потом бой не дал. Может, он ему что-то там... насколько я знаю, там было из серии, что Нуруло был какой-то бой, он хотел драться в Москве, он его в Москву не хотел ставить, он его хотел ставить в какой-то другой город, а ему было принципиально драться в Москве. Потом либо он поехал на сборы, потратил деньги, прошел сборы, и потом бой сорвался, он ему не дал бой. Мгм. Вот такие, я знаю, были моменты, но я не знаю именно причину, как бы, причину конфликта. Это с ним он личный, ну, то есть с самим бойцом конфликт, или с его менеджерами, те, кто общались. Мгм.
этого я не знаю, я его никогда не спрашивал, потому что мне как бы это не интересно. Вот. Я знаю как бы много людей, которые а, там что-то ему обещают и потом не выполняют. Мгм. Говорят, вот там куплю, то есть мы продадим там на тысячу мест мы продадим билеты, не продавали, соответственно, он из-за этого терял деньги, и как бы поэтому он сказал, что я там больше с менеджерами из Таджикистана работать не буду, если это только не какие-то проверенные бойцы. Таджикские болельщики. Я и сейчас повторю, да, что я к этим ребятам очень хорошо отношусь. Почему? Потому что, ну, они болеют как никто, они любят своих пацанов, они большие молодцы. Но я считаю, что меня, в принципе, таджикские болельщики сейчас, в данный момент, не поддержали. Потому что сначала неправильно перевели мои слова, неправильно интерпретировали, допустили там какие-то, значит, неправильные сообщения. Ну, ты знаешь, как это бывает, когда тебе в личку пишут, и комментарии и так далее. Да, я считаю себя одним из тех людей, который занимался в целом развитием таджикского ММА. И турнир проводил в Таджикистане, и таджикских бойцов всегда привлекал. И уж точно из-за того, что я не собираюсь организовывать бой на руло, никому ничего не пообещав. Моя организация и мы не заслуживаем критики со стороны таджикских болельщиков. Ну ладно, там был неправильный перевод, хорошо, это пропустили. Да? Теперь, значит, Нуруло позволяет, зная, какая у него аудитория, он позволяет себе в интервью к тебе какие-то недвусмысленные высказывания. Кто-то там как будто не отвечает за слова. Вот я сейчас говорю, пользуясь случаем. Вот Нуруло мужчина же, да, вот пускай едет со мной навстречу. Вот он должен сесть напротив меня, и пускай, если он мне сможет доказать, обосновать, что я обещал ему этот бой, что он по моей инициативе поехал куда-то готовиться, я готов перед всем Таджикистаном извиниться. А если это не так, то я считаю, что извиняться должен Нурулло. Итак, ребята, 27 декабря в Москве будет драться младший брат Аниса Якубов, Лоик Якубов. В честь этого я буду разыгрывать 15 билетов. Абсолютно бесплатно 15 билетов. Условия очень простые. Просто быть подписан на мой инстаграм. Я ссылку оставлю вниз. И на инстаграм, на кого я подписан. Там всего лишь один человек. Это менеджер Fight Nights. И все, это ваши билеты. Поэтому зовите всех родственников, друзей, знакомых. Если они вдруг выиграют, то вместо них вы можете прийти с этим билетом, посмотреть, наслаждаться. Там будут все наши именитые бойцы. И сам Анисихов, и Азан Гафуров, и Осимхон, и все. Поэтому быстрее подписываемся и просто смотрим. Вот сейчас, там, я тебе инсайд один могу сказать, будет драться Fight Night, если у нас будет турнир, следующий турнир будет в городе Пенза, там должен будет драться родной братишка Аниса Якубова. Лоик? У меня есть интервью с ним. Смотрели? Честно, не смотрел, честно скажу, я потому что все это время был там на UFC очень занят, но я обязательно посмотрю, по-любому. Ссылку мне скинь, я посмотрю. Да. Один мой очень хороший друг написал мне буквально месяц назад, до нашего турнира в Сочи, он мне написал, говорит, слушай, есть парнишка, там начинающий боец, у него 2-0, давай его, можно его в Fight Night засунуть как-то? Я говорю, смотри, я как бы отвечаю за медиа, я не отвечаю за матчмейкинг. Я давай с Камилом поговорю, кто он, ты мне скажи. Он говорит, это вот Аниса, братишка. Я говорю, слушай, это интересно, мы можем там что-то раздуть из этого, что-то придумать. Он мне скидывает его шердог, все скидывает, я пишу Камилу, я говорю, типа, салам алейкум, вот ко мне мой друг обратился, это вот парень, родной братишка Аниса Якубова, у него сейчас конфликт с нашим бывшим бойцом, и вот так ему по полочкам раскидал, что вот мы из этого можем собрать историю неплохую, медиа, не медиа, тем более Анис сказал, что он готов тоже в этом во всем участвовать, поддерживать братишку своего, давайте мы его подпишем. Он говорит, это очень интересно, если ты хочешь, я тебе там скриншот пришлю, посмотришь. Это очень интересно, давай. Я ему там передаю своему другу это все. Я говорю, смотри, я там как мог помог, закинул информацию, он готов. Вот тебе номер нашего матчмейкера, звони с ним, договаривайся. Если вы по деньгам, по всем этим условиям договоритесь, пожалуйста. И вот буквально вчера или позавчера они как раз-таки встречались с нашим спортивным директором, с ним пообщались, и вроде там, если ничего не сорвется, он вот в Пензе будет выступать.
Мгм. Поэтому это все там отчасти правда, отчасти не. То есть это правда в том, что он меньше стал ставить таджиков в карды, но это неправда в том, что он не любит таджиков или Мгм. там как-то их не уважает, или там, то есть вот так вот. Мгм. Насчет Лоика я что хочу сказать. Он очень перспективный. Я просто увидел вживую его тренировку с Азамом Гафуровым, еще с Джонни Авелине. Вот, он такой хорошо дерется. Он просто мне говорил, что я хочу, ну, у меня бой планирован OpenFC, потом еще какой-то другой организации, не помню. Сейчас интересно стало, то, что он в Fight Night будет драться. Ну, самое главное, чтобы у него было Они что-то уже еще. переговоры провели первые, и они ждут предложения. Как только турнир подтверждается, что Мгм. турнир будет, все, он будет готовиться, поэтому с этим все нормально. А насчет вот Камила Гаджиева, вернемся. Я просто слышал такую версию, то, что Камил Гаджиев когда-то, я уже не помню, когда не хочу врать, не очень корректно, не очень, ну, неприятно высказался насчет таджикских болельщиков. Типа, я не помню же, что ничего страшного, если они не придут на турнир, наподобие этого, я сейчас не хочу врать. И там некоторые наши бойцы как-то, я не знаю, обиделись, что ли, я не знаю, как-то восприняли это очень так хорошо, поэтому такую версию тоже. Я тебе так скажу, это может быть правда, может быть неправда. Если у тебя нету, то есть если ты лично это не слышал или ты лично видео это не видел, Мгм. Нет, смотрите, я помню, было такое, типа, какой-то турниры, наши болельщики, я не знаю, как-то себя... насчет, по-моему, с Нуруло, по-моему, не очень хорошо вели, или комментарий что-то плохое написали, и он что-то громко сказал, какой-то, я уже не помню, честно, надо вот покопаться, увидеть, посмотреть. Ну вот, поэтому стало интересно, до сих пор у него какая-то там, я не знаю, личная обида или у другие него, у вещи. него, у него точно личной обиды никакой нету. Это не тот человек, Я тоже, да, тоже так думаю. тем более, когда он там, он акула в этом бизнесе, ему смысл ему обижаться. То есть Мгм. обижаться ему не на что. Если бы он бы так бы сказал бы, он бы первым меня бы уволил сразу, сказал бы, слушай, там, давай, короче, уходи. Вот это же не произошло, потому он там адекватный человек, он может где-то резко сказать, где-то что-то сказать. Может быть, было так, что там был конфликт, и там кто-то сказал, ну, может быть, был конфликт с Нуруло, я не помню точно, я поэтому не хочу врать, я точно не Мгм. помню. Он мог такое сказать кому-то лично, там кто-то, наверное, было так, там он, Нуруло говорит, типа, не дашь мне бой, значит, там, мои болельщики не придут или что-то такое. И он мог сказать, что, типа, ну, там, мы переживем, если они не придут. То Ну есть да, наподобие этого, да. такое могло быть, я не отрицаю, как бы это может быть такое, но уф, это не значит, что он как бы не уважает там, национальность или там Мгм. болельщиков, еще что-то. Не придут болельщики Нуруло, придут болельщики там Лоиха, придут болельщики другого человека. Это всегда так работает, поэтому здесь просто нашим ребятам надо одну вещь усвоить, что это все бизнес, то есть все это деньги, и человек как бы зачастую свои личные деньги тратит, то есть у него там, вот все думают, Камил Гаджиев, там туда-сюда, у него тоже, знаешь, много проблем, много долгов, но он такой же человек, как и мы все, поэтому Мгм. когда он делает тот или иной турнир, он вкладывает свои личные деньги и потом старается их отбивать за счет спонсоров, за счет продаж билетов, за счет всего остального, за счет там Ютуба. Мгм. Вот. И это просто бизнес, пацаны, поэтому не надо к этому проще относиться. Вот. Надо просто быть, знаешь, человеком, друг друга уважать, и поэтому никаких проблем не будет. Вот последние годы у него вообще никаких конфликтов вообще ни с кем нет. Вот. Если у него есть какие-то личные конфликты, он просто с этим человеком не общается. Вот и все. Ну да. А вообще, что дальше с Fight Nights? Просто турниры стали реже проводить. Я вот вижу, что, как бы, какие планы. Ситуация сейчас такая чуть нестабильная. Мы все Мгм. понимаем, что происходит. Там
с болельщиками, там, специальная операция, вот эти все моменты, это все накладывается, это все влияет. Денег меньше уже становится очень мало спонсоров, вот. Но он старается проводить в год там не меньше 8 турниров, поэтому стабильно вот за сколько лет мы работаем, там 8-10 турниров каждый год проходят. Это просто в Москве мало. Вот, в Москве мало. В Москве 1 или там 2 раза в год. Все остальное это разные города. Вот, но я знаю, вот сейчас в 25-м году вроде пришел большой спонсор новый. В 25-м году планируется много турниров, в том числе и в Казахстане очень много турниров планируется. Поэтому вроде должно быть нормально. Может быть, там, не знаю, что-то будет реально хорошее. Пока сам не знаю даже. Пока вот у нас этот год мы должны провести, и потом уже с 25-го года смотреть, как происходит. Но уже контракт подписан, поэтому по-любому в Казахстане точно будет 2-3, кажется, турнира точно будет.